Ну и к другим не менее важным темам депутаты Госдумы, илтумены и врачи обсудили особенности организации медицинской помощи в условиях низкой плотности населения и ограниченной транспортной доступности на примере Якутии. Какие проблемы существуют и удается ли их решать, узнала Александра Хлопкова. Основным лейтмотивом сегодняшнего разговора была мысль о том, что нельзя регионы причесывать под одну гребенку усредненного стандарта. В Якутии на площади более 3 миллионов квадратных километров проживает менее миллиона человек. Из 382 населенных пунктов 345 относятся к труднодоступным или отдаленным. А новый закон об основах охраны здоровья граждан России практически устранил возможность оказания первичной медицинской помощи в стационарах таких населенных пунктов. Кроме того, закон не признает за субъектами права оказания первичной помощи даже с привлечением собственных финансовых средств. Мы поддерживаем Арктику, и республика будет поддерживать. Таким образом, передавая часть вот этих полномочий в ведение самой республики, чтобы сама республика тоже могла принимать участие на законных основаниях в финансировании этих медицинских учреждений, мы бы решили основную принципиальную часть этой проблемы. Проблемы Якутии услышаны. Госдума поддерживает инициативу республиканского парламента. Вопрос ведь не стоит о том, надо или не надо. Да надо, понятно, что надо. Если там, где есть люди, там должна быть медицинская помощь. Если нет ФАПа, как минимум, там нет, по большому счету, жизни. Для меня, как врача, понятно, нет ФАПа, нет школы, нет развития любого сельского поселения. Сегодня республика является одним из самых изолированных и труднодоступных регионов мира. Почти 92% населения Якутии находится в зоне сезонного транспортного обслуживания. До многих сел можно добраться только при помощи авиации, которая обслуживает население один раз в месяц или один раз в квартал. Поэтому у нас опыт действительно уникальный, потому что он с жизнью обозначенный, и, естественно, у нас есть чему поучиться. А мы говорим о том, что мы можем предложить в развитии арктической медицины свой опыт и стать пилотной площадкой для того, чтобы арктическая медицина заработала не только для Республики Саха-Якутия, но и для других субъектов Российской Федерации. Участники мероприятия не только обсудили проблемы за круглым столом, но и посетили село Магарасы Горного Улуса. Сегодня гости ознакомились с работой онкологического диспансера и республиканской больницы номер 2. Я думаю, что проблема оказания помощи, она очень сегодня выходит на первый план. И, конечно, как и медиков Бурятии, так и медиков Якутии волнуют схожие вопросы. Ну а в целом, конечно, я очень сегодня рада за медиков Якутии, потому что вот сейчас была в национальном центре. Здесь у вас очень шикарная больница. Я думаю, что самое главное, медицинские работники воодушевлены и работают на благо жителей всей вашей республики. По итогам двухдневного обсуждения стали рекомендации в адрес правительства страны и Государственной Думы. Александра Хлопкова, Василий Соловьев, Дмитрий Сергучев, НВК Саха, Якутск.